Ребят, я вот сейчас нахожусь в пункте передержки животных города Якутска. В общем, тут у нас назревают проблемы. Как мы все помним, раньше заведовал пунктом передержки жилкомсервис, да? Помните кровавое 8 марта? И вообще проблемы, которые испытывали тут животные. Это просто жесть, конечно, была. Это было страшно. Животных в большом количестве по городу отлавливали. В пункте передержки находилось их мало. Они просто тупо сюда не доезжали и прочее. В общем, животных мочили налево и направо. Вот. После того, как мы, волонтеры, подняли шумиху, пункт передержки перешел, можно сказать, что волонтерские руки. Это фонд «Помоги выжить» Екатерины Безрученко. В целом тут жизнь наладилась, животных много, животных лечат, кормят. Они вот все, смотрите, спокойные. Не сказать, что они счастливые, конечно, нет, они несчастны сидеть на этих коротких цепях. Но их тут очень много. По закону их нужно, вот, значит, отлавливать, выпускать наружу, после того, как их стерилизуют, кастрируют, ставят прививки, чипы на ухо вешают. В общем, к чему я? Руководство нашего города решили передать обратно жилкомсервису пункт передержки животных. И я думаю, нам всем нужно сейчас волонтерам опять объединиться, брать грабли в руки. Ну, это я утрирую, конечно. Но вставать на защиту вот этих хвостов. Вы представляете, что будет, если сюда вернется жилкомсервис? Это опять будут смерти. Это опять будут голодные, холодные животные. Сейчас мы пообщаемся с Екатериной. Она нам расскажет, что вообще происходит. Ну, вообще, пришла я в прошлом году, в апреле месяце, 29 апреля, я приступила под ЖКС управляющим. Потом в августе месяце, 19 августа, заключили контракт, тендер выиграли, и уже перешло полностью это в благотворительный фонд «Помоги выжить». А что сейчас происходит? Ходит слух, что город хочет передать пункт передержки животных обратно жилкомсервису. Ну, слухи такие действительно есть, пока особо ничем не подтверждены. Но, как говорится, дыма без огня не бывает, поэтому я думаю, это не зря закладываются уже камешки в эту сторону. Уже начались проверки со стороны города, да? Сегодня была внеплановая проверка, одна, да. Есть документ, нарушений не выявлено, проверили всех собак, выборочно прошлись по карточкам. Посмотрели, тут же их сходили, показалось щенков количество, что они действительно есть, уже подростков, которые готовятся к стерилизации, вакцинации и к выпуску к следующему. Ну, движение, в общем, все это проверили. Насколько это вообще возможно, что могут ППЖ забрать у фонда и передать его жилкомсервису? При любом желании все возможно. В общем, все решает глава города. Ну, получается так. Руководство наше. Руководство наше решит. А когда у вас заканчивается контракт? Вообще заканчивается контракт 31 декабря до конца года. А на следующий год, в декабре месяце, уже будет известно, что на следующий год. Новый конкурс, новый тендер и как, что. То есть будет конкурс, тендер, и будут там участвовать, допустим, вы, жилкомсервис, да? Нет, жилкомсервис работает по прямой субсидии. Если его наделят такими полномочиями, это будет напрямую. Конкурса не будет. Просто передадут и все. Да. И прямая субсидия, как они раньше работали. А как вы считаете, насколько изменилась вообще обстановка в пункте передержки с тех пор, как сюда вошел фонд? Ну, изменилось многое. Ну, изменилось все. Ну, мы не идеалы, но показатели. Допустим, добавились места посадочные. Если раньше было 100-150 собак, как это все помнят, да, и волонтеры, и люди, больше было невозможно посадить, и собаки сидели под открытым небом. Ну, с прошлого года начали реконструкцию. Нам помогали волонтеры, приходили, то есть, ну, не без помощи, просто даже горожане, которые неравнодушно относятся к этому.
Мы построили много новых вольеров, сделали много новых будок, и на сегодняшний день мы можем посадить до 700 собак разом. То есть мы подготовились также к этой зиме, потому что когда будут морозы сильные, собаки выпускаться опять не будут, как и в прошлом году, как я в свое время пообещала Сардане Владимировне, что в лютый мороз собаки будут сидеть, потому что выпустить их придется на верную смерть. Поэтому мы готовы размещать. Корма у нас закуплены, да и проблем особо никаких нет. По медикаментам, Все по питанию все есть. Абсолютно все закуплено большими партиями. И наркоз, и шовные материалы, и витамины, и вакцины, и антибиотики, абсолютно все. Но вообще какие-то проблемы есть? На сегодняшний Какая день нужна нет. помощь? Нет, мы все решили. Мы поменяли отопление. Сейчас вот на днях будем ставить новый котел, а те старые останутся как резерв. Этой зимой они нас подвели и как бы вот приняли решение, что поставим новые, а эти останутся в резерв. Собакам есть где сидеть, много места, и в общем-то не зря. Просто как будут они примут и как будут работать дальше. Пока это не обсуждается, скажем так, без комментариев. А там посмотрим. Вообще наши ловцы работают по заявкам. Стараемся, конечно, забирать в первую очередь агрессивных, потом уже всех остальных, где проблемные участки. Собаки прибывают к нам, мы их чипируем. 10 дней они отсиживают карантин. Мы все это время за ними наблюдаем. На 10-й день стерилизуем, кастрируем. Потом на 20-й день идет вакцинация. И на 30-й день они выходят. Выходят только те, которые не кидаются на еду, не кидаются на людей. То есть они более социализированные, знают, что такое люди, просят корм у прохожих и тому подобное. Агрессивные особи, у нас их на сегодняшний день 43, они сидят на пожизненном обеспечении в ППЖ. Также у нас есть собаки, которые вернулись, либо болели бывшие выпускники, мы их обратно приняли. Тоже сидят у нас, пока стараемся их пристроить. На сегодняшний день около 400 собак по документации. На самом деле их, конечно, намного больше, около 450, наверное, может чуть больше. Сидят старые, которых никуда не выпустишь, потому что они слепые и уже, может, плохо передвигаются. В общем, сидят все. Роза. Вот, в общем, собаки в ППЖ, которые уходить не хотят, их отпускают, а они обратно возвращаются. Да, и ходят здесь важные такие. Это собака Роза, а еще есть Боря. Борис! Боря! Боря, иди сюда. Ты где там? Боря! Иди сюда. Ну, нравится вам тут, да? Хорошо вам тут? Да, Боря и Роза. Ну, это прям вот лабрик.